Этот контракт не нужно было разрывать с самого начала. Такую позицию сегодня высказывают большинство экспертов. Решение правительства возобновить соглашение с Русгидро аналитики восприняли позитивно. Правда, детали будущего контракта по строительству ГЭС пока не закреплены. Сторонам еще предстоит встретиться для обсуждения этих деталей. В любом случае, наши чиновники надеются в досудебном порядке урегулировать то, что натворило предыдущее руководство страны. Эксперты говорят, чтобы снова не возникло кривотолков, оформлять все соглашения нужно максимально открыто. На мой взгляд, условия одни должны быть. Во-первых, за основу, наверное, будут браться те условия, которые были. Но мне кажется, вопрос стоит только в одном. Нужно, чтобы затраты на строительство были прозрачными. Я думаю, что нужно регулярно проводить аудит и информировать население, прежде всего население, о том, каким образом, куда и как эффективно используются средства. Больше ничего не надо. Мне кажется, нужна прозрачность, чтобы наше население знало, что средства затрачиваются правильно и эффективно. Кто виноват в том, что проект тогда не смогли реализовать, необходимо расследовать, считают эксперты. Депутатская комиссия, которая изучала этот вопрос, выявила серьезные нарушения. Проколы в реализации контракта были как с нашей стороны, так и со стороны партнеров. Например, Кыргызстан, по словам депутатов, долго не мог решить земельный вопрос и проблему с поставкой техники. Поэтому чиновники, которым была поручена реализация проекта, должны ответить. Если не перед законом, то хотя бы перед обществом. И правильно делает правительство сейчас возобновить данный проект. И тем более российская сторона была заинтересована в этом, и вложение произошло. Другой вопрос, когда цены подняли, услуги и товары были возвышены в ценах там, и потом Россия потребовала, российская сторона, возврат этих вложенных денег. И под руководством Атамбаева была создана комиссия, и они обнаружили, что слишком завышенные цены. Но есть межправкомиссия, как уже отметил, с них надо спрашивать, если такое происходит там, да? Но если идет инвестиция, мы сами не можем это дело сделать. Нам надо пойти на это дело. Надо воспользоваться этим. Это рабочие места для нас. Это будущее страны. Это энергетическая безопасность. Это экспортная возможность страны увеличивается однозначно. Если будем экспортировать электроэнергию, то мы только в выигрыше будем. Экономическая выгода от запуска проекта Верхненарынского каскада для Кыргызстана бесспорно, говорят эксперты. Если Россия от этого получает только дополнительное геополитическое влияние, то для нашей страны это реальные деньги от экспорта электроэнергии и новые рабочие места. Поэтому у нас что появляется? Первое – это энергетический рынок ЕАЭС. Второе, через 2 года должен закончиться КАСА-1000, это рынок Афганистана, Пакистана и дальше, если будут излишки электроэнергии у нас. И третье, еще в советское время кыргызы поставляли электроэнергию на Кызылкийский автономный округ в Китае. Там было 110. То есть мы можем где-то за $40 миллионов вместе с Русгидро построить линию электропередач и начинать продавать в Китай. Там уже 6 центов. А если Китай согласится брать по 6 центов, любой гидроэнергетический проект в Кыргызстане становится очень интересным. Переговоры еще предстоят, поэтому условия строительства могут поменяться. Точку в этом вопросе, вероятнее всего, можно будет поставить после визита Владимира Путина в Кыргызстан. Напомню, российский лидер приедет к нам в конце марта. Игорь Потанин, Алтынбек Каныбекулу, НТС.